Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для весов. Посмотрим основные события на колоде Таро, на колодах Ленорман отношения и работу, и на колоде Цыганский оракул посмотрим денежки и совет. Сначала основные события. Карта Таро нам подскажет. Карта старшего аркана «Звезда». На отношения 3 карты. Для тех, кто ищет партнеров в поиске. Карта дерева. Для тех, кто в паре, солнышко. И для тех, кто в ссоре, ключ. Так, посмотрим работу. Для тех сначала, кто в поиске работы. Для тех, кто имеет работу, уже работает. Для тех, у кого свое дело. И посмотрим на финансы. 2 карты. Одна для тех, кто получает зарплату, у кого фиксированный доход. И вторая для тех, кто свое дело имеет. И совет на неделю. Первая карта у нас старший аркан «Звезда». Замечательная карта, которая говорит о том, что будет какое-то достижение на этой неделе. Скорее всего, здесь то, что вы давно хотели, то, что вы давно мечтали, начинает осуществляться. Здесь могут быть какие-то подарки, здесь могут быть какие-то очень ценные для вас как признание, да, признание, то есть вашей компетентности как профессионала. Признание может быть от партнера в любви, может быть, вы здесь признаны как человек очень мудрый, допустим, да. В общем, все, что касается восхищения вот вами, вашей личностью, вот это может происходить на этой неделе. А также карта говорит о том, что могут быть какие-то, возможно, дальние путешествия, может быть, даже за границу. Это вот для тех, для кого это важно. Кто-то летит самолетом, тоже здесь все неделя успешная для этого. Хорошая карта для того, чтобы что-то делать бескорыстно, для того, чтобы помогать друзьям, общаться в группах, общаться, заниматься общественной работой. Замечательное время для того, чтобы находить единомышленников, чтобы осуществлять свои желания. Вот время нужно использовать на этой неделе, потому что будет удачно все это. Давайте посмотрим отношения. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта дерева, и карта говорит о том, что встреча возможна, но либо вы мимо человека пройдете, и потом через какое-то время с ним встретитесь, либо, может быть, на этой неделе все-таки ее не произойдет. А человек где-то рядом, но вы его еще либо не замечаете, либо не считаете его человеком, на которого стоит вам обращать внимание, да? Но в любом случае здесь уже где-то рядом с вами человек, потому что здесь зимнее время года, то есть это время ожидания, время, когда все останавливается, да, но мы знаем, что за зимой весна, то есть значит скоро уже здесь перемены. Давайте посмотрим, что ждет весов в паре. Выпадает карта Солнца, замечательная карта, потому что мы действительно можем быть счастливы на этой неделе, мы можем получать подарки, мы можем радоваться жизни, радоваться друг другу. Карта признания, побед, различных достижений, хорошего отношения к жизни, хорошего отношения к нам, людей. Очень здесь будет все счастливо. Также карта говорит о том, что может быть какая-то
ситуация произойдет, что вас партнер оценит как-то, может быть, с какой-то новой стороны увидит. Либо здесь прояснится какая-то ситуация между партнерами. Здесь у нас еще мост изображен, да. Возможно, для тех, кто вот в ссоре был, есть возможность наконец-то навести мосты в своих отношениях, да, то есть объединиться, найти точки соприкосновения и так далее, встретиться. Может быть, кстати, здесь была какая-то поездка у одного из партнеров и, допустим, возвращаются домой, либо вы оба куда-то отправляетесь. Давайте посмотрим, что ждет тех весов, которые в ссоре. Да, у нас здесь карта ключ выпадает. Ну, она говорит сама за себя, да, то есть ситуацию нужно либо закрыть, то есть закрыть эти отношения, если действительно у вас они уже как бы отслужили свое, да, и они никому не приносят счастья, то тогда лучше их прекратить. Либо, если действительно отношения еще можно восстановить, есть возможность все исправить. Давайте посмотрим, что будет на работе происходить у весов. А для тех, кто ищет работу, выпадает карта башня. Но эта карта напрямую говорит о том, что есть возможность устроиться на работу очень статусную, либо это государственное учреждение, либо организация, которая очень крупная. А также может быть помощь вышестоящих, может быть какое-то достижение вот по карьерной лестнице, подъем, может быть, даже примут сразу на руководящую должность. Также вот повезет всем тем, кто связан с законом, с государственностью, с судами, юриспруденцией и так далее. Давайте посмотрим, что ждет весов тех, кто имеет работу. Здесь выпадает карта Луна, и здесь у нас рожок такой. Уже совсем немного осталось у Луны до новолуния, да, то есть какие-то ситуации заканчиваются, мы завершаем какие-то процессы. Может быть, даже кто-то будет заканчивать работу на одном месте и будет переходить на другую, да, уже на следующей неделе, может быть, даже в ближайшее время. Также карта говорит о том, что могут быть отношения какие-то неясные в коллективе, либо с начальством, либо, может быть, вас не понимают. Вы, может быть, хотите себя проявить как-то индивидуально, а вам не дают это сделать, да? И вот этот процесс, он вполне может быть даже заканчивается, и вы действительно можете как-то возобновить попытки для того, чтобы вот свою индивидуальность как-то проявить. Может быть, здесь будет возможность дальнейшего продвижения, да, может быть, будет возможность увеличения зарплаты или, может быть, получения более подходящей должности. В любом случае, вот сейчас как бы затяжной период заканчивается, и дальше будет уже что-то новое приходить, можно как бы уже инициировать процесс. Теперь посмотрим для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта мужчины. И эта карта говорит о том, что будет такой простор для деятельности. Можно проявлять активность, можно зарабатывать хорошие деньги, можно брать на себя ответственность, заключать договоры. В общем, любая активность, любая ответственность – это то, что будет делать вас сильнее. Также карта говорит о том, что нужно обязательно проявлять себя, стараться быть в центре всего, не бояться обращаться к людям вот лично, да. Можно, может быть, учить кого-то чему-то, да, вот, допустим, опыт свой передавать. Карта говорит также о том, что нужно относиться к себе уважительно для того, чтобы уважали нас другие люди. Простите, те, кто с нами работает, или наши клиенты. То есть нужно обязательно ценить себя, ценить свои услуги, правильно оценивать, не завышать, но и не занижать. Также карта говорит о том, что вы будете выражать свои таланты, реализовываться. В общем, очень хорошая неделя для того, чтобы проявить себя, показать себя. Также здесь у нас мужчина изображен на улице, да, то есть у нас была карта с мужчиной, когда он возле дома, то есть защищает дом, а здесь он находится на улице, прямо посреди города, да, то есть это вот карта, связанная уже с социумом. То есть чем больше мы охватываем работой своей других людей, тем больше у нас успех, тем лучше у нас финансы и так далее.
Посмотрим, что с деньгами происходит у весов. У тех, кто работает, ожидания. Скорее всего, на следующей неделе уже вы сможете получить как бы зарплату, доход. Эта карта говорит о том, что вы, в принципе, спокойны и вам всего хватает, скорее всего, потому что здесь вот фигура изображена, она вполне так прилично выглядит, да, есть то, что радует вот цветы, и, в принципе, вот здесь на балкончике, на высоте она находится, да, то есть, в принципе, вы неплохо, какое бы слово тут лучше подобрать, неплохо себя чувствуете, да, финансов вам хватает, их, конечно, никогда не хватает, всегда хочется больше, но, в принципе, вот как бы на жизнь я имею в виду, вот, тем более, что ожидается действительно хороший доход. Кстати, вот балкончик может вполне быть рост финансов в ближайшее время, то есть вы получите, возможно, больше, чем ожидали. Давайте посмотрим, что ждет в финансах тех, кто занят своим делом, и здесь у нас карта, на которой огонь изображен. То есть можно метафорой такой воспользоваться, что мы горим на работе, да, то есть очень много вкладываем сил, очень много дел, очень много клиентов, и вот у нас действительно финансы вот приходят тоже как бы в большом объеме. Все зависит от того, сколько мы вкладываем, да. Теперь совет на неделю для весов. Карта говорит о том, что нужно обязательно отдыхать, расслабляться. Но так как эта неделя у нас праздников, у нас здесь даже вот мужчина изображен, да, все его тут поздравляют. Это похоже на корпоратив, потому что стол здесь без особых тут блюд, да. Вот, скорее всего, это будет действительно поздравление, очень много поздравлений, очень много такого праздничного настроения. И карта говорит о том, что не нужно от этого уходить. Вам это действительно нужно. Вам нужно сейчас больше эмоций. Вам нужно, чтобы вам сказали какие-то теплые слова, признали ваши заслуги, чтобы вы почувствовали, что действительно что-то сделали для своих близких, да, чтобы вы почувствовали гордость за себя, за свои дела. То есть это вот эти праздники, они очень поднимают нашу самооценку. И чем больше у вас будет как бы таких вот встреч, когда вас поздравляют, когда вам желают всего хорошего, тем лучше будет у вас жизнь. То есть это, знаете, такое как благословение, да, на будущее, то есть как бы укрепляет нашу удачу. Поэтому вот обязательно, если вы даже не планировали праздник, вот по поводу 23 февраля, да, неплохо было бы все-таки его провести. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас бывало. Всего вам доброго, до новых встреч!